эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях уходящего четверга. С вами Василий Раченко и коротко о темах выпуска. Первый и пока единственный случай заболевания коронавирусом в Нерюнгри нашли у пациентки, которая недавно приехала с другого региона. Есть ли угроза распространения? Общий объем поддержки каждой многодетной семьи в России может превысить 1 миллион рублей. Михаил Мишустин рассказал о финансировании мер. Продолжаем рассказывать о том, чем занять себя на самоизоляции. Наши корреспонденты узнали, чему освободившееся время посвящают якутяне. По официальным данным, в Якутии за минувшие сутки зарегистрировано 4 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них первый и пока единственный случай подтвержден в Нерюнгринском районе. Общая статистика на сегодня – 130 зарегистрированных случаев в регионе. Из последних 4 один выявлен в вышеупомянутом Нерюнгре, один в Алдане и 2 в Якутске. По Якутску это член семьи ранее заболевшего, ну а также человек, который прилетел из Москвы, житель республики, но с самого приезда находившийся на самоизоляции. По Нерюнгре также жительница Нерюнгра с самого приезда тоже находилась на самоизоляции, была под контролем. Ну и по Алдану это также работник обсерватора, который с самого первого дня находился в контакте с больными и вот, к сожалению, сейчас заболел. По другим территориям без изменений. Состояние больных у нас в целом нормальное, удовлетворительное. Вместе с тем по городу Якутску 2 у нас человека находятся в тяжелом состоянии. На аппаратах ИВЛ врачи борются за их жизнь. Особое внимание уделяется ситуации с вахтовиками. Николаев отметил слаженность работы на Чаиндинском предприятии. На сегодня все анализы отобраны и направлены в Москву и Петербург. Это несколько тысяч проб. Между тем, в вахтовом поселке Сунтарского района, где, напомню, было выявлено 10 положительных результатов на COVID-19, введен режим карантина. Якутия стала одним из немногих регионов, который выполнил план по обеспечению койко-мест для больных в республике. Тем временем федеральные средства доведены до региона, часть из них на доплаты медикам. Напомню, что в нашем регионе медработники получают как федеральные, так и республиканские доплаты. Федеральные составляют 80 тысяч для врачей, 50 для среднего и 25 тысяч для младшего медперсонала, а региональные 66, 40 и 20 тысяч рублей соответственно. Всего таких медиков у нас в республике свыше 200 человек. Они все тоже до конца апреля месяца получат и республиканские выплаты, которые уже начались, и федеральные выплаты после соответствующих оформления документов уже непосредственно в учреждениях здравоохранения. Более 200 якутян привлечены к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции. Об этом в ходе интервью нашему телеканалу рассказал заместитель руководителя оперативного штаба МВД по Якутии Михаил Кондаков. Соблюдение режима теми, кто самоизоляцию соблюдает по предписанию, персонально сотрудники МВД проверяют, обходя адреса и связываясь с ними по видеозвонку или прослеживая видеокамеры там, где это возможно. На контроле состоит около 1500 человек. Злостных нарушителей пока не выявлено, однако зафиксировали 5 случаев нарушений режима. Виновников привлекут к административной ответственности, как только у них пройдут сроки самоизоляции. Кондаков также рассказал, что на улицах гуляющим гражданам сотрудники вручают уведомления и записывают их контактные данные. Это необходимо для мониторинга, с кем провели работу. Замруководителя рассказал и о том, что проблема бездомных и их самоизоляции по-прежнему остается нерешенной полностью. COVID-19 в Нерюнгре нашли у пациентки, которая не так давно приехала с другого региона. Круг контактов установлен, и по предварительной информации она добросовестно соблюдала самоизоляцию. Насколько готовыми оказались местные власти к появлению инфекции и какая помощь оказывается нерюнгринцам, узнавала Александра Цыбикова. Несмотря на длительный период без случаев заражения, коварная инфекция все-таки добралась до столицы Южной Якутии. Так как все понимали, что это вопрос времени, властями, представителями здравоохранения и других служб и ведомств района были приняты необходимые меры. Идет каждодневный контроль за приезжающими. В ближайшее время развернутся дополнительные обсерваторы. В наличии имеются медицинские маски и сшито более 500 костюмов для защиты медицинских работников. На сегодня установлен весь круг лиц, контактировавших с носителем вируса. Они находятся под медицинским наблюдением. На текущий момент все лица, которые контактировали с заболевшей, находятся под медицинским наблюдением.
в изоляции, и у всех отобран анализ на коронавирусную инфекцию. По итогам лабораторных исследований на текущий момент больше положительных случаев у нас нет. В сложившейся ситуации среди горожан есть те, кому нужна помощь, и те, кто готов помочь. Предприниматели района собирают продукты питания для тех, чей достаток ниже среднего. Компания «Колмар» выделила 10 миллионов рублей на приобретение аппаратов ИВЛ и дополнительных средств защиты. Стоит отметить и помощь мусульманской религиозной общины района. Собственными силами они собрали и развезли по квартирам более 200 продуктовых наборов для многодетных, малообеспеченных и инвалидов. В штатном режиме у нас сегодня работают все промышленные предприятия. И продолжается приезд на нашу территорию из-за пределов республики новой рабочей силы, как мы говорим, вахтовым способом. Сейчас работодатели нас, Нерюнгринскую районную администрацию, Роспотребнадзор, больницы извещают о том, что приезжают те или иные работники за 5 дней. Мы уже понимаем, что самолеты будут прилетать завтра, послезавтра и так далее. Работников встречают представители компаний под контролем санэпиднадзором. Фамилии вахтовиков известны заранее. При прилете у них берут анализы. Далее они будут находиться на 2-недельной самоизоляции. Открытыми остаются 2 вопроса: о гарантиях добросовестной самоизоляции и о транспортном сообщении, по которому продолжается перемещение потенциально инфицированных людей. Александра Цыбикова, Захар Головин, Нерюнгри. Ледоход на реке Лени ожидается в Ленском районе в начале мая. Об этом нашему телеканалу сообщили в пресс-службе администрации района. По полученному гидрологическому бюллетеню сроки по вскрытию реки Лена на территории Ленского района следующие. 3 и 4 мая поселки Витим и Пеледуй. К 8 мая город Ленск, 9 мая Южная Нюя. Об этом сообщил главный специалист управления производственного развития администрации Ленского района Якутии Евгений Кирижеляско. Также он отметил, что возможно ранее вскрытие реки из-за потепления на территории Иркутской области. Кроме того, сообщается, что по данным на 23 апреля ледоход уже прошел Усть-Кут. Подвижки льда наблюдаются в районе Киренска. Рейды по контролю за соблюдением правил межмуниципальной перевозки ведут в поселке Сангар. С 15 апреля в Кобяйском районе, как и по всей Якутии, закрыты автозимники. Однако не все соблюдают предписания. С нарушителями работает административная комиссия, которая без лишних разговоров наказывает выезжающих на лед рублем. Согласно приказа Управления автомобильных дорог Республики Саха-Якутия за номером 207-06 от 15 апреля на территории Кобяйского района все автозимники закрыты. Согласно данного приказа и в рамках проведения акции «Безопасный лед» мы совместно с работниками ОГИБДД по Кобяйскому району и административной комиссией осуществляем рейды. На сегодняшний день административная комиссия Кобяйского района составлено 6 протоколов об административных правонарушениях по статье 9.10 Кодекса об административных правонарушениях в Республике Саха-Якутия. Это выезд транспортных средств на лед в период введенных ограничений. Готовность региона к пожароопасному сезону рассмотрел сегодня глава Якутии. Главные вопросы – это защита населенных пунктов, формирование сил и средств для борьбы с огнем. Общая площадь земель, занятых лесами на территории региона, составляет почти 255 миллионов гектаров. За прошлый год были зарегистрированы 1865 лесных пожаров на общей площади 4 миллиона гектаров. Большинство из них произошли в зоне контроля. Начало сезона прогнозируется на вторую декаду мая. Последние пятидневки апреля пожарная опасность грозит центральным, западным и восточным районам. Для борьбы с огнем в Якутии приведены в готовность 60 структурных подразделений лесопожарных формирований. Планируется задействовать 464 сотрудника, подготовлены 226 единиц техники. До открытия сезона будет дополнительно закуплено 25 единиц лесопожарной техники. В 16 муниципальных образованиях будут приведены в действие камеры видеонаблюдения. Илтумен одобрил инициативу главы Якутии сократить сроки принятия бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Закон также устанавливает практику рассмотрения законопроекта в рамках нулевого чтения и предварительного согласования законодателей с правительством республики по основным параметрам бюджета. Это позволит оптимизировать работу. Кроме того, такой подход позволит Якутии подтвердить наличие финансовых средств, чтобы своевременно заключать соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета.
Общий объем поддержки каждой многодетной семьи в России для улучшения жилищных условий может превысить сумму в 1 миллион рублей. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Речь идет о семьях, в которых после 1 января 2019 года родился третий или последующие дети. Государство поможет полностью или частично погасить ипотечный кредит такой семье. Максимальная сумма погашения составит 450 тысяч рублей. На эти цели мы направим более 9,5 миллиардов рублей. По расчетам Минфина эта мера поможет не менее 21 тысячи семей. И напомню, что с учетом расширенного мат-капитала, о чем президент объявил в послании Федеральному собранию этого года, общая сумма жилищной поддержки многодетных семей может превысить 1 миллион рублей. Среди пострадавших от распространения COVID-19 и введенных в связи с этим ограничений оказалась строительная отрасль. Например, закрытие границ повлекли за собой трудности с выездом в страну иностранной рабочей силы и завозом стройматериалов. Сергей Михедов готов рассказать о новых решениях, принимаемых для строительного комплекса Якутии. Сергей, приветствую, тебе слово. Коллеги, приветствую! Строительные организации, как и бизнес в целом, переживают непростые времена. Поэтому для поддержки стройкомплекса республики разработан ряд федеральных и региональных мер поддержки. Подробнее об этом расскажем прямо сейчас. Сразу отмечу, что строительные компании работают в штатном режиме, за исключением Алдана, где с 12 апреля введен карантин. По данным Минстроя Якутии, возведение объектов идет в соответствии с планом. В этом году в республике должны ввести в эксплуатацию 9 школ, 4 детских сада, 3 объекта культуры и 6 спортивных сооружений. А в столице региона строят сразу 2 крупных объекта здравоохранения. Это кардиоцентр и онкодиспансер. Кроме того, планируют сдать 500 тысяч квадратных метров жилья. Сюда входит и жилье для переселенцев, детей-сирот, а также долевое строительство, которое сейчас ведут только в Якутске. Строительный комплекс имеет для республики, как и для других регионов страны, очень большое значение, имеет очень большой мультипликативный эффект. Ну и в республике Саха-Якутия всегда традиционно много разных объектов возводится, причем в очень короткий строительный сезон. Уже объявлены федеральные меры поддержки, озвученные президентом России Владимиром Путиным. С 1 мая начнет действовать программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на покупку жилья в новостройках стоимостью до 3 миллионов рублей. Также государство в текущем году направит в Фонд защиты прав дольщиков 30 миллиардов рублей для решения проблем, накопленных за прошедшие годы. При разработке региональных мер учли пожелания строительных организаций, работающих в регионе. Предложения уже направлены в федеральный центр. Это и налоговые, это и меры поддержки по субсидированию кредитных ставок, это та кровь, которая течет в жилах, венах любой отрасли, конечно, это финансы. Поэтому особое значение будет уделяться стимулированию и поддержке финансового сектора в стройке. С якутским филиалом Россельхозбанка мы подписали соглашение о сотрудничестве, и в рамках данного соглашения мы нашим строителям выдаем льготные кредиты в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Настало время самим строить на своей территории. Особый упор республиканские власти планируют сделать на решении одной из основных проблем – нехватки кадров. Сегодня примерно половина строителей, почти 900 человек – это иностранцы. Местных жителей, работающих на стройке, чуть больше 1000. Отрасль нуждается еще примерно в 2000 сотрудников. Восполнить нехватку рабочей силы хотят за счет безработных и бойцов стройотрядов. Таким образом, уже сейчас будет привлечено более 1500 человек. Для тех, у кого нет опыта, глава Якутии поручил организовать краткосрочные курсы на базе среднеспециальных учебных заведений. Айсен Николаев уверен, что это поможет ограничить в последующие годы привлечение рабочих в наш регион из других субъектов и стран ближнего зарубежья.
Я считаю, что пришло время вот как раз воспользоваться этой ситуацией. Это возможность для якутян как раз эту нишу по рынку труда именно в строительной отрасли, в отрасли дорожного строительства занять, и с тем, чтобы якутяне имели там уже достаточно стабильное место работы и имели уже доходы. Что касается программы переселения из аварийного жилья, то в Якутии продолжают выдавать денежные компенсации. Глава республики поручил Кабмину усовершенствовать этот механизм и не заставлять людей ждать годами окончания строительства. Также наблюдается скачок цен на стройматериалы, связанный с проблемой их завоза из-за границы. Айсен Николаев призвал усилить работу по импортозамещению и чаще использовать материалы местного производства. Вкратце о поддержке строительного комплекса Якутии у меня все. О дополнительных мерах расскажем после их введения. Берегите себя и будьте здоровы. Вася, тебе слово. Спасибо, Сергей. Ну а мы переходим к теме арктической промышленности. Арктика – один из драйверов развития транспортной, нефти и газодобывающих отраслей страны. По данным специалистов, только там производится около 25% всего российского экспорта. Как объединить арктические компании и как укрепить промышленную безопасность в ледяном крае, узнаем в материале Айсены Бурнашовой. Есть угроза того, что, например, нефтегазовая отрасль, обладая, очевидно, большей прибылью, может просто вытеснить, скажем, рыболовство из этой зоны хозяйства. С темы устойчивого развития открылось онлайн-заседание проектного офиса развития Арктики. Свести угрозу замещения компаний к минимуму можно, если предоставить больше возможностей малому и среднему бизнесу, уверены эксперты. Импортозамещение как раз, вот эти вот на сегодняшние тендеры и прочие вещи надо размещать и давать возможности работы малому и среднему бизнесу. Именно тогда мы получим результат на выходе. Это и качество жизни населения, потому что в первую очередь пойдет элемент доходная часть населения, которая здесь. Также, по мнению участников заседания, в Арктике появляется необходимость создания комплексной системы природопользования, которая объединит интересы и компаний, и целого региона. Это в первую очередь позволит создать технологическую цепочку и обеспечит занятость населения. На каком уровне это будет осуществляться? Очевидно, что это должен быть государственный уровень. Необходима взаимоувязка целей, стратегий регионов, корпораций и, наконец, государств. Потому что часто эти документы существуют, они стоят на полках, но живут своей жизнью. Между тем, пример реализации государственно-частного партнерства уже подают в Якутии. Проект по искусственному лесовосстановлению планирует открытие на юго-западе республики. Осенью было катастрофическое обмеление Великой Сибирской реки Лены. Как раз произошло из-за того, что в верховьях реки Лены были уничтожены достаточно большое количество лесов пожарами и промышленными компаниями. Академия, университет начала большую работу по созданию лесопитомников в условиях телетозоны. Мы получаем уже землю в Алёкминском районе, в селе Солянка. Специфика работы всех арктических предприятий так или иначе сводится к экологичности. Этой теме спикеры уделили особое внимание. Эксперты отметили, что промышленная безопасность требует в первую очередь применения так называемых природоподобных технологий, иначе говоря, биоорганику, например, бактерий, которые поедают отходы. У нас, знаете, вечная мерзлота, и никаких микроорганизмов, перерабатывающих вот этот мусор, не имеется. И у нас в данное время есть наработки вот в этом направлении получения зеленой энергии от утилизации вот этих вот отходов. Подводя итог дискуссии, организаторы отметили, что работа у проектного офиса развития Арктики предстоит большая. Следующее заседание будет посвящено вопросам экологии и работы малого и среднего бизнеса в Арктике. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва. Спортсмены присоединяются к волонтерскому движению «Мы вместе». Добровольцам записались 99 атлетов. Вчера акцию поддержали борцы сборной команды Якутии. А сегодня одиноким пенсионерам и пожилым людям помощь оказали известные масс-рестлеры. Среди них чемпионы мира и Европы, многократные победители игр Манчары и республиканских турниров. Каждая бригада будет доставлять набор продуктов по списку, утвержденным региональным волонтерским центром. Прежде чем приступить к доставке, спортсмены проходят профбеседу и соблюдают все меры предосторожности. Используют маску и резиновые перчатки. Внутрь квартиры не заходят. По плану каждая бригада должна объехать порядка 40 адресов.
Но у нас при министерстве создан волонтерское движение спортивное. И для того, чтобы стать волонтером, у нас нужно пройти регистрацию для начала, потом онлайн-обучение. Это занимает примерно 30 минут. Потом, после чего вот здесь на месте, в республиканском волонтерском корпусе проходит онлайн-инструктаж уже на месте. После чего уже начинает работу. Для кого-то самоизоляция – это заключение в 4 стенах и тяжелое бремя, но есть люди, для которых и вынужденное домоседство стало толчком для новых начинаний или возвращением к неотложным, точнее отложенным до лучших времен делам. Домашние поделки, разведение животных и игра на музыкальных инструментах. Наш корреспондент Юрий Осипов узнавал, чему освободившееся время посвящают якутяне. Актер Сахатеатра Иннокентий Луковцев всегда увлекался работой с деревом. Но именно период самоизоляции стал своего рода катализатором для его хобби. Раньше приходилось находить время для увлечения в промежутках между работой. Я так как с детства люблю смастерить, что-то сделать, я делюсь своим опытом, своим умением через социальные сети, в Инстаграме, Фейсбук. Я делюсь и общаюсь со своими друзьями через социальные сети, это как WhatsApp, Messenger. Натуралист, путешественник и любитель животных Герман Арбугаев также считает, что жизнь продолжается даже в самоизоляции. Причем в прямом смысле слова. Совсем недавно в его хозяйстве начали вылупляться утята из нового выводка. Весь процесс инкубации он заснял на видео и выложил в социальные сети. Жизнь продолжается. Вот такой вот он сейчас еще обсохнет и будет прямо красавчиком. Вышли погулять наши утки, гуси, которые у нас сейчас очень комфортно себя чувствуют. От этих крикошей у нас как раз вот начали проклевываться утята. Не изменяет своей творческой профессии актер Русского драматического театра Дмитрий Трофимов. Он уже много лет увлекается игрой на хомусе и считает, что нахождение дома – прекрасный повод для совершенствования мастерства. То, что нас не убивает, делает нас крепче. Дома всегда найдется чем заниматься. Читать книжки, не знаю, заниматься спортом, осваивать какой-то музыкальный инструмент. Я вот, например, занимаюсь своим любимым хомусом. Сейчас попробую, кстати. Секундочку. Вроде получается немножко. Музыка, созидание или просто приятное времяпрепровождение. Самоизоляция может стать бременем, если не заполнять освободившееся время полезными или просто приятными хлопотами. По мнению психологов, самое главное – это сохранять положительный настрой и не давать унынию взять верх. Юрий Осипов, Якутск. Это были главные новости уходящего четверга. Наш телеканал продолжает следить за развитием событий и держать вас в курсе. Находитесь дома, берегите себя и до свидания.